Открывая конференцию доктора филологических наук, советник президента страны по науке, культуре и образованию Владимир Зантария зачитал приветствие президента Абхазии Рауля Хаджимба. Тематическая направленность конференции свидетельствует о качественно новых подходах к проблемам современной археологической науки в контексте ее общемировых достижений. По словам президента, нынешняя научная конференция – это еще одно важное и значимое событие, способное дать мощный творческий импульс развитию отечественной науки, современным археологическим и историческим изысканиям, углубляющимся научно-исследовательским связям между Абхазией и Россией, а также другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Он сумел связать чрезвычайно интересную и содержательную ее историю с судьбами всего Евразийского континента, отмечал профессор Вадим Валерьянович Кожинов, посвятивший этнокультурной истории нашей страны немало замечательных публикаций. В конце 80-х годов прошлого столетия Юрий Воронов внес значительный вклад в процесс формирования блока общественно-политических движений «Союз», который вместе с Народным форумом Айтгулара добивался восстановления государственного суверенитета Абхазии. Будучи депутатом первого парламента Абхазии, возглавляемого Владиславом Григорьевичем Ардзинбо, он принимал участие в законотворческом процессе, содействовал налаживанию связей с Российской Федерацией. Велико наследие Юрия Воронова, тысячи таблиц с зарисовками археологических находок, бесценные труды по исследованию памятников каменного века и древности военно-сухумской дороги, очерки по истории Абхазии, материалы по археологии Цибильды и древней Апсилии. Более 30 лет назад блестяще защищенный в Головном институте археологии тогда АНССР, преодолев жестокую полемику того большинства оппонентов, которые представляли собой советскую грузинскую историческую школу и являлись ярыми апологетами так называемого Колхидского царства. Ученый, археолог, в политику Юрий Воронов пришел в конце 80-х годов прошлого века. За год до грузино-абхазской войны Юрий Николаевич избран депутатом Верховного Совета Абхазии. Он был активистом абхазского национально-освободительного движения. Выдающуюся роль Воронова в жизни Абхазии, развитии науки и культуры нашей страны, в национальном движении и в строительстве независимой республики отмечали в своих выступлениях участники международной конференции. Начиная с 2005 года мы с моими коллегами из Абхазии, в данном случае, в первую очередь, с Аркадием Бабановичем Джоповым, мы работаем на могильнике Джантух, это находится возле города Куарчал, поселок Акармара. Это уникальный памятник, который вошел уже, наверное, в анналы истории археологии сейчас. Это один из крупнейших могильников Кавказа этого времени, свидетельствующий о связях населения Абхазии того времени с культурами из Закавказья, из Северного Кавказа, из степи и так далее. То есть это, наверное, узловой памятник. Поэтому, конечно, моя работа здесь связана именно с ним. То есть я буду выступать, мои выступления будут связаны именно с нашими находками, именно с тем, что мы нашли на этом памятнике. В период войны Юрий Воронов фактически возглавил в Абхазии идеологическую информационную борьбу о том, как Юрий Николаевич пытался донести до международной и прежде всего российской общественности правду о войне в Абхазии, рассказала ученый Антонина Хашба. Юрий Воронов родился в семье потомственных дворян. Его предки поселились в имени Ясочка, недалеко от горного села Цабал Гулерыбского района, во второй половине XIX века. Сегодня родовая усадьба Вороновых пребывает в запущенном состоянии и требует срочной реставрации. Убийство Воронова в сентябре 1995 года вызвало большой общественный резонанс. Имена заказчиков до сих пор неизвестны. Убийцы так и не понесли должного наказания. Юрий Воронов посмертно награжден орденом Ахцапша первой степени. В Сухуми названа его именем одна из центральных улиц и школа. Теперь это уже третья конференция, посвященная 75-летию Юрия Николаевича. В этот раз приехало 30 участников на данную конференцию из разных регионов. Это города, они представляют Владикавказ, Ростов-на-Дону, Азов, Сочи. Далее Москва, Санкт-Петербург. И очень для нас отрадно и важно, что на эту конференцию приехал гость из Франции Михаил Михайлович Казанский. Он представляет Национальный институт французской византинистики.
и он как раз сейчас присутствует здесь. Так что, в общем-то, широкий очень спектр участников, и по программе, если можно так смотреть, их доклады будут очень интересные, интригующие. В рамках пленарного заседания участниками международной научной конференции были обсуждены доклады «Археология каменного и бронзового веков», «Археология раннежелезного века и античности», «Археология средневековья». Конференция продлится до 24 ноября в конференц-залах Абиги и Абхазского государственного музея. Рената Шака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.